Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас на красном песке я делаю отсыпочку. А отсыпочка у нас посвящена очень замечательным и необычным событиям. Перво-наперво у нас солнечное затмение. Также у нас новолуние. Также у нас начало коридора затмений, который продлится до 3 марта. А еще сегодня первый день китайского Нового года, года Красной Огненной Лошади. Вот такой вот чудесный и необычный день. Мои хорошие, давайте посмотрим, как все эти события повлияют на вашу жизнь. Как отразится в вашей жизни и Новый год китайский, и коридор затмений, и новолуние. Давайте все узнаем. Случайности не случайны. Если вы попали на это видео, значит, вас сюда привела судьба. Значит, здесь будет и для вас, и про вас. Ну что ж, настраивайтесь. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Очень сильно проиграется именно коридор затмений. Вот больше всего проиграется. Коридор затмений у вас как время воздаяния, как время выбраться из какой-то вот пустоты, пропасти, темноты. Вот знаете, как изменить свою жизнь. Вот, изменить свою жизнь к лучшему. Но само с неба не упадет. Здесь очень много знаков, что вам нужно бороться, сопротивляться, карабкаться, выбираться и проявлять инициативу. Если вы этого делать не будете, то вы в этой точке так и застрянете, да, в этой яме так и застрянете. Я никого не хочу пугать, я просто констатирую факт, судя по этим рисункам. Активные, смелые, дерзкие люди выберутся и еще и за собой других людей потянут. Другие люди — это ваши близкие, ваши любимые, да, вдохновятся вашим примером. Ну, либо эти люди слабее, чем вы, и в принципе никогда бы не выбрались. Но вы, выбирая сами, за собой ведете еще людей, вытаскиваете. Очень сильный знак. Также я вижу, что будет очень существенная перемена запущена в вашей жизни. Эта перемена касается именно финансового потока. У кого-то, кстати, любовного, да, потому что энергия денег и энергия любви, они очень похожи. Они как две сестры-близняшки, всегда ходят парой, всегда рядом. Смотрите, у кого-то вот четко все начнется с того, что вы буквально хватаетесь за денежное предложение. Мало того, что хватаетесь, еще на себя перетягиваете. А у кого-то вы берете за руку человека, который обещает вам любовь. Любить вас, на руках носить, всячески участвовать в вашей жизни, одаривать вас. Возможно, да, этот человек уже рядом с вами. Может быть, вы там сомневались, либо вам что-то не нравилось, что-то смущало именно вас. А тут вы схватитесь и скажете, да, будь что будет. Любит, да, пусть на руках носит. Прям сильный знак. Опять же, смотрите, не против вашей воли. Вам просто дается возможность, и вы за нее хватаетесь. Видите, здесь два человека, сильный человек вас обнимает и буквально на руки подхватывает. И также картинка того, что вы целый мир на себя перетягиваете. Ну, это в плане финансово отыграется. Мир, в котором деньги, в котором возможности, в котором хорошая жизнь, жизнь, о которой вы мечтали. Именно в коридор затмений вы это сделаете, а результаты у вас пойдут позже. Коридоры затмений, они могут проигрываться после своего завершения еще на протяжении даже нескольких лет. Ну, кто астрологией занимается, те подтвердят. Опять же, чем ярче, судьбоноснее перемена, тем дольше она будет проигрываться в жизни человека.
Но тут вы сами своими ручками подтягиваете, вы больше ничего не хотите терять, вы больше не хотите отпускать. Вы устали жить, да, ожиданиями лучшего, да, вот сидеть и ждать, пока же это лучшее придет. Вы говорите: нет, я буду действовать. Если не идет, так я сама добуду и в свою жизнь принесу. Это очень правильный такой позитивный подход к жизни. Ну, устали, да, вы просто устали жить тяжело, вы устали жить без любви, вы устали жить без денег. Вот. Это очень праведное желание. Запретов, блоков вам не будет. Наоборот, вам сами небеса будут помогать, видя вашу активность. Дальше показан Скорпион с оторванным жалом. И это жало, ну, вы ногами топчете, вот прям топчетесь по нему, в крошку, в пыль растаптываете. Скорпиона могут показать большую опасность и также могут показать очень опасного, токсичного, ядовитого человека. Самого Скорпиона вы живым оставите, а вот жало не только оторвете, но и очень жестко растопчете. Так, чтобы совсем не было намека на то, что этот Скорпион когда-нибудь сможет вас укусить, либо кого-то другого укусить. Вы долго терпели, вы долго, может быть, даже и переживали, боялись. Ну, понятно, что Скорпион же опасный, да, просто так голыми руками не возьмешь. А тут мне идет, что вы потеряете страх, и вообще какой-то гнев у вас пробудется, праведный гнев, я бы даже сказала так, праведный гнев. Вы скажете: да сколько можно терпеть, да сколько можно страдать от этого Скорпиона. Нет, нет, не буду терпеть, не буду страдать. Вот просто берете и отрываете безжалостно и растаптываете. А без жала Скорпион уже никому не навредит, ни вам, ни кому-то другому. Очень такая прям сильная картинка, знаете, аж мурашки идут. Мурашки, да, от этого образа. И еще, мои хорошие, вот здесь показывают кентавра. Ну, опять же, год лошади, да, тут кентавр показан. Кентавр — это про трудоголиков, про очень успешных людей и про людей, которые действительно в работе, в делах, в бизнесе покоряют вершины, добиваются своего. Бывает так, что человек очень хорошо работает, профессионален, не боится работы, берет на себя ответственность, но этого человека не ценят. Либо человек там прозябает в каких-то ужасных адских условиях, работая там, ну, буквально за хлебушек, да? И то, наверное, не всегда хватает. Кентавр у вас с правой стороны, и это вы, это вы. Здесь не будет сопротивления тем, кто работает, не будет сопротивления тем, кто мечтает о яркой, блестящей карьере, кто мечтает о хорошей, такой прям, знаете, стоящей работе, кто хотел бы свое дело открыть. Тут и с неба будет приходить, и под землей, на земле вернее, да, и под землей, и на земле будет лежать. То есть будут подсказки приходить, будут знаки приходить, будут возможности приходить. Просто будьте повнимательнее и поверьте, у вас все получится. Ну, как я это вижу, у вас все получится, потому что у вас кентавр, он в центр идет на вашу линию жизни, на вашу линию судьбы. Дальше. Вот здесь показаны зубы. Эти зубы, они у вас растут, как клыки растут. Нет, это не значит, что вы в вампира превратитесь, либо в женщину-кошку, да, либо в мужчину-кошку. Нет, это больше, знаете, про вашу силу. Потому что чем длиннее и крепче зубы, чем больше зубов у человека, тем сильнее человек становится. И в прямом, и в переносном смысле. У вас прям клыки показаны, у вас будут расти верхние и нижние клыки. Резцы, да, по-моему, так это правильно называется. Нет, не будут расти в прямом смысле слова, не пугайтесь. То сейчас я вам наговорю, вы испугаетесь и будете переживать. Нет, это энергия, которая проходит сквозь вас. Энергия, которая накапливается в вас. Вы станете гораздо сильнее, чем есть в сегодняшнем дне. И вот человек с такими зубами может прям, ну, конкретно укусить и перекусить, ну, либо укусить от какого-то торта огромный кусок, да, вот от чего-то приятного и важного. Ну, тут как данность, да, время пришло вашим клыкам вырасти.
То есть вы очень долго ждали этого момента, и вот, пожалуйста, этот момент, он приходит именно само солнечное затмение, этот коридор затмений вызывает те энергии, которые помогают вам отрастить такие клыки. Вы даже на физическом уровне будете чувствовать, что вы уже по-другому мыслите, у вас меньше страхов, у вас больше желаний. Вы такой, знаете, вот горячий человек становится, да, сердце горячим становится. Это хороший знак. Если вот была ситуация нечестная, когда силы были неравны, когда вы переживали, да, что вам не хватает энергии, не хватает сил на то, чтобы с кем-то, с чем-то справиться, это все уходит. И также такими клыками могут показать рост способностей, которыми человек обладает. Многие из вас, я уже не раз в этом убедилась, много видела на своих отсылках, обладают незаурядными экстрасенсорными паранормальными способностями. У кого-то эти способности в спящем режиме до сих пор находятся, у кого-то потихоньку пробуждаются, а кто-то уже вовсю практикует. Вот, вы будете замечать, как вы и больше как ощущаете, и больше можете предсказать, предвидеть. Буквально наитие сопровождает вас. У кого-то, кто прям совсем далек, не практикует, но обладает способностями, у вас идет прям раскрытие, пробуждение и раскрытие. Ничего не бойтесь, доверьтесь Вселенной, доверьтесь высшим силам. Это не во вред вам, это наоборот на благо и вам, и тем людям, которые вас окружают и в будущем к вам придут за помощью. У кого-то, да, точка невозврата. Вы, прожив коридор затмения, начнете практиковать, вас прям очень сильно потянет. У кого-то и учитель достойный найдется, да, который будет вас обучать, раскрывать вам тайны мастерства. У кого-то человек появится, кто будет вас в этом пути поддерживать. Ну а кто-то сам даже с собой вот прям начнет практиковать. И вы поймете, что вы можете, да, у вас получается. Так, еще. Крыша, дом. Что-то в доме будет происходить, либо с домом, с семьей, может быть, с родственниками. У кого-то явный знак переезда, да, вот как отчалить от привычного берега, от пристани своей и в новую жизнь отправиться. Если это переезд, то однозначно вы будете переезжать в более лучшее место по сравнению с тем, что было до. И неважно, вы сейчас живете в каком-нибудь там люксовом лакшери там доме, квартире, там что-то у вас прям супер-бупер, вот переедете в гораздо лучшее место. Там живете в центре, там инфраструктура, все дела, но опять же переедете в гораздо лучшее место. По цене вы нисколько не потеряете, не прогадаете, а даже наоборот, вот какая-то выигрышная ситуация мне идет. Кстати, у кого-то еще отыграется, допустим, возможность с кем-то съехаться. Ну вот есть влюбленность, да, либо чувства у людей, но вот не получается съехаться, потому что там вариантов подходящих нет, неудобно, там то вам неудобно, то партнеру неудобно. Вот найдется такое местечко, где будет удобно всем, где будет действительно замечательная жизнь. Очень энергетика хорошее место. А когда энергетика хорошая, когда нет разломов, например, когда нет каких-то гиблых меток, то у людей жизнь меняется, люди меняются, люди легче просыпаются, легче засыпают. У людей прекрасное настроение, меньше болеют, больше удачи, больше благ приходит, меньше зла, меньше боли, меньше каких-то неприятных моментов. Да, ну вот прям сильно показали. Кстати, еще знаете, как вот идет информация про взрослых детей. Возможно, взрослые дети, ну, допустим, позовут вас к себе жить, либо обеспечат вас жильем где-нибудь рядышком с собой. Тоже хороший знак. У вас этот дом, он даже, знаете, чем-то на дерево похож. Крона как крыша, а вот само жилище, оно вот очень такое широкое, массивное и очень защищенное мне идет. Хороший знак. Дальше, мои хорошие. Вот здесь звездочка, причем звездочка пятиконечная.
И эту звездочку вам кто-то вот прям отдает, дарит, да, даже не отдает, а дарит, передает, из рук в руки передает. Кто-то исполнит вашу мечту, кто-то исполнит ваше желание. А если ваше желание связано непосредственно с каким-то человеком, то этот человек сам себя вам подарит. Здесь так показано, что вы прям так удивитесь, у вас прям шок случится, потому что с левой стороны и еще как-то со спины это все происходит. То есть мало того, что не ждете, мало того, что уже в это не верите, либо даже, возможно, отказались от этой мечты, от этой идеи. Но тут счастье постучится со спины, и не ждали, да, и не верили, а оно придет. Ну, такой прям сюрприз. Сюрприз. А звезда, кстати, очень большая, еще и пятиконечная. Да? Возможно, даже исполнится гораздо лучше, чем вы там просили, заказывали, либо загадывали. Хороший знак. Дальше. Корона. Корона на мужчину ложится, на голову мужчины. Это не женская корона, это мужская корона. Корона – это почести, привилегии, получение статуса, карьерный рост, какая-то вот прям должность, которая благородная, да, благородная, управлять, руководить, решать судьбы. Корона тяжелая, но мужчина сильный, он сможет эту корону удержать. Ну и также, мои хорошие, коронами какие-то даже награждения могут быть показаны. Ну, вот мужчину будут награждать. Вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, либо это ваш мужчина, дорогие мои женщины, вот кто зашел на эту отсыпочку. По правому делу, с правой стороны, то есть мужчина более чем заслужил эту корону. И я так скажу, вот кто в паре, да, вот вы женщина, смотрите мою отсыпку, у вас есть мужчина. Возможно, ваш мужчина, вот вы шли по жизни, а он прихрамывал, да, вот эта хромота у него уйдет. Хромотой могут показать и вредные привычки, и ленность, и менее устойчивую психику, как у вас, да, вот какой-то недостаток мужчины, он уйдет, вот именно так. Песок показывает, да, не будет мешать и не будет портить этого мужчину. Ну, в жизни всякое разное бывает, вы сами понимаете. Дальше, мои хорошие, вот здесь показано, что с неба на вас как будто бы какой-то водопад льется. Водопад, который и просветляет, и очищает. То есть, скорее всего, во время, пока месяц будет расти, да, у нас же новолуние с вами, пока не дойдет до полнолуния, вы будете действительно получать мощный поток информации от высших сил. Ну, допустим, да, вы себя потеряли, вы чувствуете, что вы в каком-то лабиринте, что вы живете в дне сурка. Вам небеса буквально будут вот перекачивать информацию просветляющего характера, чтобы вы выход нашли, чтобы вы свое предназначение осознали, и чтобы вы наконец-таки, ну вот как что-то придумали, да, либо, может, вы уже придумали, просто не знаете, как этим заняться, да, очень много полезной информации перейдет. Тут еще такой вам совет: старайтесь не ложиться после 12 спать, потому что информация может быть кусочками, урывистая и неполноценная. Ложитесь раньше спать. Слышали эту пословицу, да? Кто рано встает, тому Бог подает. Здесь даже не про то, что нужно рано вставать, а про то, что нужно рано ложиться. Чем раньше вы ложитесь, тем больше информации вы получаете, тем больше просветляется ваш мозг. Ну, вы поймете, как это работает. У вас какие-то новые идеи, какие-то новые знания. То есть вы про это первый раз слышите, а вы уже как будто бы все про это знаете. То есть даже до такого будет доходить. И вот еще мне идет, что вы наконец-таки, вот какая-то идея, да, родится в вашей голове, и вы наконец-таки этим начнете заниматься. Вот, ну, буквально, да, бизнес какой-то придумаете, либо придумаете, что делать дальше, либо придумаете, как решить ту или иную проблему. Да? Очень сильный знак показан. С неба, как водопад на вас льется, очищает и просветляет. Очень много информации в себе несет. Ну и да, не забывайте пить водичку. Опять же, без фанатизма, по желанию пейте, но старайтесь пить чистую водичку. Если у вас дома есть свяченая водичка,
либо еще там скрещение осталось, немножечко добавляйте там по чайной ложечке в стаканчик, добавляйте и пейте. Это тоже будет вам помогать. Дальше показан рог. Я так понимаю, что это рог изобилия. Он небольшой, но он очень емкий, очень вместительный. И какой-то человек из этого рога буквально вас посыпает, да, высыпает на вас этого рога. Опять же, вы стоите спиной к этому человеку. И даже вот какой-то момент, что вам неудобно, либо вам кажется, что вам нужно будет за это платить. Нет, не надо. Тот, кто вас из рога изобилия посыпает, опять же, не обязательно, что вас там в деньгах будут купать, да? Это могут быть даже изобильные предложения, изобильные какие-то разговоры, изобильная поддержка. Вот. Так надо, так надо. Мне вообще идет, что именно в коридор затмения у этого человека на вас глаза откроются, по-настоящему откроются. То есть человек вам, соответственно, поменяет риторику, поменяет отношения, поменяет восприятие, и начнет посыпать вас из рога изобилия. Бояться не нужно, нужно этим пользоваться. И опять же, да, у кого-то отыграется, что если вы отказываетесь этим пользоваться, то и человек не будет на вас сыпать, да, на кого-то другого посыпет, и кто-то другой благо получит. Не бойтесь, пользуйтесь, принимайте. Никто вас за это не накажет, и никто платы с вас не потребует. Просто высшие силы открыли человеку на вас глаза. Вот и все. Нужному человеку на вас откроют глаза. Дальше вас показывают птицей. Птицей, которая расправляет крылья, я так понимаю, да, вот растягивает как вот крылья. Прежде чем лететь, я должна расправить крыло, да, вот как-то так показывают. Крылья. У вас почему-то одно крыло длиннее, а другое чуть покороче. Но опять же, это немножечко как несимметрично, но с другой стороны не портит, ничего не портит, а наоборот, это какая-то даже как привилегия, да, какой-то отличительный знак. Правое крыло у вас длиннее, а левое чуть покороче. Опять же, отсылка к тому, что дела, правильные дела, справедливые, честные, то, что полезно для вас и для вашей жизни, для вашего будущего, будет получаться прям на ура, да, без сучка и задоринки. А вот то, что не совсем ваше, либо не вас касается, бывает так, да, мы там помогаем своим родным, близким людям, вот там могут быть какие-то проблемки. Но опять же, птица может все, она взлетает вверх, в небо. Там высшие силы, там нет преград, там нет помех, там нет дорог, светофоров нет, каких-то вот непреодолимых препятствий нет. То есть будет получаться. Вы прям заметите, как у вас вот прям складно все получается. Но для себя, конечно, в первую очередь все будет получаться. Для других вот, в меньшей степени, но тоже будет получаться. Так, вот здесь показывают человека. Этого человека к вам небеса ведут. Этому человеку суждено в вашей жизни важную роль сыграть. И именно коридор затмений этому человеку как дорогу к вам укажет, либо какие-то подсказки человек получит, как вас найти. У кого-то и встреча может состояться с этим человеком. Не могу сказать, мужчина или женщина, но человек необычный, человек, как знаете, с пером. Перо легко. У этого человека все легко получается, либо этому человеку все легко дается. Перо очень большое, и перо буквально вот на всю голову идет у этого человека. Кстати, может быть даже какой-то иностранец, да, человек другой культуры, расы, религии, с пером. Должен прийти, он придет. Помогать, поддерживать, как-то вас продвигать. У кого-то это будущая любовь и счастье. Отец ваших детей, либо мать ваших детей. Серьезный человек придет. Почему-то еще показывает, что человек, возможно, водного знака зодиака, либо как вода, да, характер как вода, все время переливается, там чистый, жажду можно утолить. То есть хороший знак на самом деле, неплохой. Дальше.
сухие деревья. А вы знаете, вы как будто бы будете избавляться от каких-то сухих деревьев. Вот неожиданно появится такое желание убрать сухие деревья. То есть, возможно, это что-то, за что вы держались, на что вы надеялись, там, верили, что вот придет такой день, и эти деревья оживут и снова будут плодоносить, да, ну, либо хотя бы давать тень, там, листву. Но сейчас вот коридор затмения, какая-то ясность приходит. Приходит ясность и понимание, что, ну, зачем мне этот сухой сад, да, сухостой, зачем мне это все? Это не позволяет расти новым деревьям. Я просто теряю время. То есть как-то, знаете, вот переоценка какая-то идет. Мне кажется, что вы очень сильно почистите и мысли свои, и даже свое окружение. Да, возможно, в вашем окружении есть люди, от которых нет никакого ни смысла, ни толка, да, никакой смысловой нагрузки не несут эти люди. Люди, которые, ну, они есть и есть, да. Возможно, вы надеялись на этих людей, там, все, верили, что когда-нибудь этот человек как-то себя проявит. Но тут понимание, что нет, не проявит, и зачем мне за этого человека держаться. Уберете старое и ненужное, тем самым впустите в свою жизнь свежее, новое, полезное и честное. Почему-то мне еще идет, да? Но это честное, наверное, и по отношению сам к себе, и по отношению другого человека к вам. Дальше. У кого-то из вас появится какое-то необузданное желание привести себя в порядок. Там, не знаю, похудеть, как-то фигуру свою улучшить, внешние данные, там, кожа, что волосы. Как-то, вот, знаете, собой заниматься захочется. Прям очень сильно захочется. И вы прям, да, будете в себя вкладываться. Благо, возможности такие у вас тоже появятся. Допустим, появится время посещать спортзал, либо появится время у кого-то дома сама собой позаниматься. У кого-то появятся средства посещать, допустим, хорошего косметолога для того, чтобы получать достойный уход. Да, вот как-то так мне идет. Неплохо, неплохо. Вы как будто бы вступаете через этот коридор затмения в новую эпоху своей жизни. Да, вот как все будет по-другому. И вы к себе по-другому относитесь, и люди к вам по-другому относятся. И выглядите вы совершенно иначе. И все это как бы вы получаете своими руками. Да? То, что вы в себя вкладываете, вы на выходе получаете, и вас это радует. Кстати, вас будет тянуть на такие радикальные перемены. Допустим, вы брюнетка, захотите стать блондинкой, хотя не очень любите блонд. У кого-то наоборот, вы блондинка, скажете, все, хочу быть, там, не знаю, рыженькой, да, медной, хочу быть каштановой. И прям пойдете, скажете, все перекрашивайте, меняйте. И, кстати, то, что вы выберете, вот очень хорошо сочетается с вашей энергией, сочетается именно с этим периодом жизни. Прям увидите, как все подыгрывает, как будто бы весь мир вам подыгрывает. Как-то так мне идет. И другое отношение, другое обращение, и другие возможности даже появляются. Да, меняйте. Вы как будто бы хочется резко все поменять. Вы идете и делаете. То есть вам не страшно, вам наоборот очень этого хочется. А все перемены, которые вы начнете, будут однозначно к лучшему. Какие-то перемены проиграются прямо сейчас, да, вот вы только это сделали и сразу чувствуете результат. А какие-то чуть позже проиграются, там, в течение нескольких месяцев. Угу, неплохо. Так, у кого-то в этом году, как ни странно, но показана свадьба. Свадьба. Может быть, вы запланировали свадьбу, а может быть, вот больше похоже на тех, кто ничего не планирует и особо и не на ком жениться, либо не за кого замуж выходить. Вы знаете, год лошади вас удивит. Удивит своей скоростью, да, как быстро меняются события, как быстро меняются обстоятельства. Вот сегодня вы одиноки, да, в жизни. Буквально там завтра-послезавтра уже все, влюблены, счастливы и готовитесь к тому, чтобы вступить в брак. Очень быстро события могут происходить и меняться. Мне нравится. Мне нравится. Вы как-то засиделись, застоялись, а год лошади прям
конкретно разбавит обстановку. Многие вещи будут шокировать, да, потому что скорость событий опережает момент осмысления того, что происходит. Но с другой стороны, я не вижу чего-то плохого, непоправимого. Да, где-то придется отказаться от привычного. Это я вижу, вам это будет больно, максимально будете хвататься, держаться. Но если время пришло отказаться, значит, так тому и быть. Нельзя на двух стульях сидеть. Это максимально неудобно и некомфортно, да? Вот. И лошадь вас буквально вот копытцем подгоняет, да, говорит: давай, давай меняй, давай переходи. Почему-то еще показано, что вот оно кольцо, видите, и вы сидите на лошади, вот всадник сидит на большой лошади, и нужно будет впрыгнуть в это кольцо. Кольцо-то не простое, оно двойное. Вот одно кольцо, а вот другое. То есть, прыгая даже в одно кольцо, вы сразу два проскакиваете. Очень много неожиданных событий, очень много будет того, чего вы никогда не делали, с чем не сталкивались, что для вас прям какая-то новинка, да, необычно очень все. Но в то же время лошадь дает много энергии, много адреналина, да, будете ходить вот прям как на энергетике себя чувствовать. Хороший знак на самом деле, хороший. Неважно, сколько вам лет, это не имеет значения. Имеет значение энергия и время. А ваше время, судя по этой отсыпке, пришло. Год лошади для вас прям какой-то незабываемый, судьбоносный год самых сумасшедших, радикальных, головокружительных перемен. То есть вы потом скажете: ой, я от тебя такого не ждала. И люди тоже могут сказать, что и мы от тебя такого никогда не ждали. Да? Вот как-то все так меняется. Голова кругом идет, но не от того, что вам плохо и у вас предобморочное состояние, наоборот, от того, что вам очень хорошо, этот адреналин прям буквально бьет вам в голову. Так, еще вот хочу вас предупредить о том, что прошлое будет буквально вот всплывать в самые неожиданные моменты. Если у вас очень много накопилось прошлых неразрешенных узлов, проблем, ситуаций, и это прошлое, оно всплывает не для того, чтобы вам навредить, либо сделать плохо, а для того, чтобы вы наконец-таки вот расставили все точки, чтобы наконец-таки разрубили все эти узлы, которые буквально сдерживали вас и не пускали в ваше будущее. Тут и люди будут всплывать, и какие-то события, и какие-то проблемы, и родственники у кого-то, я вижу, будут всплывать. Но вы не бойтесь, и поступайте именно так, как подсказывает вам ваше сердце. Вот это самое правильное. Чем больше вы развяжетесь со своим прошлым, чем больше будет разрывов с прошлым, тем лучше для вас. У многих вот действительно какая-то застойная жизнь, и можно вас сравнить с рыбкой, которая бьется об лед, которая разделяет ее и водичку, да, в которой она живет. И ничего не получается. Не получается, потому что в прошлом вы какие-то ошибки сделали, да? Например, попались в сети рыбака, либо на удочку рыбака. Там, не знаю, выпрыгнули из водички, да, в какой-то момент, решили посмотреть, что такое суша. Да. Вот как второй шанс у кого-то идет на то, чтобы наконец-таки разобраться со своими проблемами и действительно идти вперед, а не топтаться на одном месте, да, не прозябать в одной точке, а развиваться. Это такой момент. Еще, мои хорошие, здесь очень много знаков, максимально много знаков. И эти знаки, они будут приходить к вам в разное время вашей жизни на протяжении года. Очень много будет знаков именно в моменте коридора затмений, да, до 3 марта, с сегодняшнего дня и по 3 марта. Очень много знаков. И потом вот перед важными событиями, либо в какие-то моменты, когда вы принимаете решения, когда вам нужно делать выбор, когда вас действительно будут пытаться там предупредить, либо к чему-то подвести, будут приходить знаки.
Знаки не устрашающие, а знаки предупреждающие, либо знаки, дающие подсказку, да, как вам поступать, что вам делать, в каком направлении вам двигаться. Имейте это в виду и не игнорируйте их, не игнорируйте, да, это важно. Ну, умеющие слышать, они услышат, да, и те, кто видят, увидят. Очень часто почему-то люди не доверяют сами себе, либо им кажется, что ну какие знаки, ну откуда мне кто-то пришлет знаки. Да, и человек сам себя отговаривает и не пользуется подсказкой. Тоже очень важно. Знаете, я так скажу, вот кто под огненным знаком родился, львы, овны и стрельцы, для вас этот год, он год разворота на 180 градусов. И очень многое будет происходить, даже помимо вашей воли. Вот вы не сопротивляйтесь, пожалуйста, просто доверьтесь огненной лошади, и пусть будет как будет. Ну и также хочу дать вам несколько предостережений. Прежде всего, вот важное предостережение на целый год. Остерегайтесь воды, остерегайтесь каких-то незнакомых водоемов, ну, в плане там дикие, да, места, где нет буйков, где там не проверяется качество воды. Вот остерегайтесь, да, у вас опасность может быть с водой связана. Остерегайтесь моментов обезвоживания, то есть когда вы не пьете воду. И также у вас предостережение по поводу ваших друзей-подруг. Да, мужчина и женщина одинаково. Не все люди, как вы, и у некоторых людей бывает два лица. И некоторые люди даже сами не подозревают, на какие гадости они способны. Вот. Доверяй, проверяй, а лучше все-таки никому не доверять и ну, все свое в себе держать. Вот как бы это важно для вас. Ну и пользуясь этими нехитрыми подсказками, да, у вас все будет хорошо, все будет замечательно. Мои дорогие любимые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.